С начала нынешнего года во Владикавказе замечено более 10 случаев незаконного строительства. Об этом сообщили в Управлении административно-технической инспекции города. Здания, построенные без разрешения мэрии, находятся в самом центре северо-остинской столицы. Некоторые постройки довольно крупные. Среди них многоэтажные сооружения на улицах Генерала Плиева, Куйбышева и на проспекте Коста. После выявления факта незаконного строительства административно-техническая инспекция передает дело в суд. Пристройки дополнительных этажей, выход за красную линию и другие нарушения проекта здания также караются законом. Они должны в определенные сроки законодательством выполнить решение судов. То есть, будь то о демонтаже, либо о частичном демонтаже. Это уже работа судебных приставов. Проблема в том, что многие предприниматели начинают возведение построек без какого-либо разрешения. А если дело доходит до суда и вынесено решение прекратить строительство, здания, как правило, оставляют в полуразрушенном состоянии. Сложившуюся ситуацию сотрудники администрации объясняют неосведомленностью граждан. Получить разрешение на строительство при наличии необходимых документов можно всего за месяц, без волокиты и длинных очередей. Само разрешение на строительство, оно не требует абсолютно никаких вложений материальных. Это во-первых. Во-вторых, получение этого разрешения на строительство, то есть человек при обращении и при наличии документов, то есть собственности на землю, необходимых там документов, он в течение месяца он может получить разрешение на строительство и строить. По сравнению с прошлым годом случаев несанкционированного строительства стало меньше. Сотрудники администрации Владикавказа намерены максимально информировать жителей города о правилах, позволяющих возводить дополнительные пристройки. Тамила Хамицаева, Тимур Мазаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.